Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем об убийстве мужчины на улице Химиков. Он начал красть квартиру. Да. Подозреваемый увидел, как тот крадет мясо из холодильника и заколол потерпевшего. Бывший сотрудник Росгвардии, обвиняемый в убийстве девушки, рассказал, откуда появились порезы на ее шее. А вот по поводу следов на шее вы ее душили? Уверяет, это было любя. А также не совладал с внедорожником. Рено Дастер опрокинулся на Кремлевской дамбе. Все это и не только в ближайшие 10 минут. Посиделки с алкоголем закончились убийством. Трагедия разыгралась в квартире одного из домов по улице Химиков. Живущий там мужчина пригласил своего знакомого выпить. А когда увидел, как тот ворует еду из холодильника, взялся за нож. Айрат Назипов поговорил с задержанным и узнал, что было дальше. Не ваш сын это? Не ваш сын. Не наш, да. А вы знаете, что ли? Ну, вроде бы рост такой, но туфли этот, не это. Одна из женщин на эмоциях признала в погибшем своего сына, но позднее поняла, что это не он. Пока следователи собирали доказательства, задержанный рассказал причину кровавой бойни. Он начал красть квартиру. Да. Ну, он что-то мне там, пожалуйста, наручники, не пожалуйста, а? Пойдемте с нами. Пойдемте. Я ударил ножом его. Да, виноват. О задержанном 34-летнем мужчине соседи говорят только хорошее. Живет в этом доме с родителями очень давно. Есть у него дети. Вроде бы не конфликтный. Вообще упивать не упивает, шумит не шумит. Ну, кто сейчас не упивает? Все упивают. Говорят, несколько раз сидел, но не знают за что. Конфликтов с соседями не было. Ну, добрый, мягкий такой, сам по себе. Мы даже не верим, что это он. Женщина, живущая по соседству с задержанным, рассказала, что в этот вечер поднималась домой и увидела, как навстречу ей, пошатываясь, спускается мужчина. Вниманию не придала и только потом узнала, что через несколько минут он умер. Он, когда по лестнице спускался, немножко шатнулся в сторону, вот так вот. Может быть, даже в этот момент, когда я заходила, он уже падать стал. Но я не видела уже. Как установили следователи, задержанный пригласил к себе домой 48-летнего знакомого, чтобы посидеть и выпить. Спустя время хозяин квартиры сморил сон, а когда он проснулся, то увидел момент кражи. И, недолго думая, заколол того, с кем недавно выпивал. В какой-то момент он уснул, а проснувшись, обнаружил, что потерпевший вытаскивает из морозильника мясо. В результате, обвинив его в воровстве, мужчина нанес ему смертельное ранение. Получив ножевое ранение, пострадавший мужчина начал спускаться вниз. Он истекал кровью. Следы от нее буквально на каждом шагу. Кровавый след заканчивается на парковке возле жилого дома. Судя по всему, задержанный настиг пострадавшего здесь, после чего протащил его до подъезда. Всю картину произошедшего предстоит выяснить с помощью камеры видеонаблюдения. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть потерпевшего. От полученного в область поясницы ранения он скончался на ступеньках подъезда. Следователи намерены в ближайшее время обратиться в суд для ареста подозреваемого. Айрат Назипов, Константин Буршуев, вызов 112. Марата Сахапова, бывшего росгвардейца, обвиняемого сразу по 3 статьям, в том числе и убийстве, допросили сегодня в Советском районном суде. 28-летнего экс-силовика подозревают в том, что он избил свою девушку и выбросил ее с балкона 6-го этажа. Какова версия самого подсудимого, услышала Нафиса Минязова. Если бы она мне сказала, я бы разве допустила бы это? Я бы сразу. Мать погибшей 22-летней студентки Эльнары Карахановой по сей день не может смириться с потерей дочери. Трагедия произошла в ночь на 1 сентября 2018 года. В тот вечер она пошла в гости к своему парню, они выпивали, в какой-то момент поругались. Следователи считают, что молодой человек ее сильно ревновал. Сам же он утверждает, что конфликт произошел из-за того, что он хотел вернуться к жене и своим 2 детям. По версии следствия, во время ссоры он избил девушку, ее и сбросил с балкона 6-го этажа. Однако он сам этого не признает. А вот по поводу следов на шее вы ее душили? Нет, я ее не душил. По поводу порезов на шее? Не резал, не душил. На вопрос, откуда тогда появились раны на шее, он ответил, что мог задеть ее, когда бил ладонями по лицу или во время утех, говорит, предпочитали жесткие любовные игры. Однако на допросе в качестве подозреваемого еще до суда Марат Сахапов давал совершенно другие показания. Он рассказывал, что бил девушку и душил ее, а также волочил ее до балкона сам. Ударял он ее не только по лицу, но и по всему телу. На суде же показания изменил. Теперь утверждает, что она сама села на раму балкона, он не обращал на нее внимания, но, оторвав взгляд от телефона, увидел только ее руку. Вот она вот так сидела, и как, мне так кажется, по-другому, она, скорее всего, вот так схватилась и вот так, как бы повисла.
Однако следователи уверены, что подсудимый сам сбросил девушку. Ее тело было настолько изуродовано, что хранить ее пришлось в закрытом гробу. Той же ночью Марата Сахапова задержали и предъявили обвинения по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Угроза убийством» и «Убийство». Подруги погибшей рассказали, что избивал он ее и раньше. В январе 2018 года Ильнара Караханова даже зафиксировала побои. Судебное следствие осложнилось тем, что заключения экспертов по поводу причин смерти противоречили друг другу. В одной из них говорится, что погибла Ильнара из-за удушения, во второй комиссионной причиной смерти указаны сочетанные травмы головы и тела, которые она получила во время падения. Всего было проведено 6 экспертиз. Защита собирается настаивать на 7-й, которую, вероятнее, проведут в Москве, и она может затянуться на годы. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. 9 взрослых и 4 ребенка пожарные спасли из огня в Нижнекамске. Квартира на 6-м этаже дома по улице 30 лет Победы загорелась сегодня в половине 5-го вечера. Подъезд был задымлен. По лестничным маршам на улицу в кислородных масках вывели взрослых и 3 детей. 4-го 9-месячного ребенка пожарные спасли с помощью автолестницы, спустили из окна квартиры на руках. С пожаром огнеборцы справились за полчаса. На Кремлевской дамбе на бок опрокинулся Рено Дастер. Водитель не пострадал. Объяснил, что столкновений с другими машинами не было и попал в аварию по своей собственной вине. Мужчина пытался объехать стоящие автомобили, но сделал это крайне неудачно. Как он объяснил произошедшее, услышал Айрат Назипов. В аварии участвовала лишь одна машина. Ее водитель рассказал, что большую роль в происшествии сыграло незначительное столкновение из 2 машин. Их водители выставили аварийные знаки слишком близко к своим машинам, а потому стоящий автомобиль он заметил слишком поздно. Объезжая аварию, водитель Рено пытался перестроиться в левый ряд, но его не пропустили. Он увернул руль обратно, наехал на отбойник и опрокинулся на бок. Водитель не пострадал, за убытки он не переживает. Машина полностью застрахована, и он рассчитывает, что страховая компания покроет весь ущерб. Чтобы эвакуатор смог убрать машину с проезжей части, мужчине пришлось ждать, пока сотрудники ГИБДД оформят все документы. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Запрещенный маневр и невнимательность стали причиной крупной аварии на улице Бондаренко. Там столкнулись Nissan Vanette и Kia Sorento. Последняя от удара выбросила на тротуар, где внедорожник едва не сбил пешеходов. Подробности у Сергея Хайдарова. Kia Sorento, вылетевшая после столкновения на тротуар, едва не стала причиной трагедии. Благо, люди шли чуть дальше от места аварии, и машина никого не задела. За мгновение до этого Kia столкнулась с Nissan Vanette. О том, как все это было, рассказал брат одного из участников. Эта машина белая ехал прямо, а тут разворачивался двойной сплошной. И он его ударил, а потом еще показательно задом. Подвела водителя микроавтобуса не только невнимательность, но и безответственность. Перед тем, как сесть за руль, он не стал даже чистить боковые зеркала от снега. Сейчас, помимо ответственности за ДТП, предполагаемому виновнику, вероятнее всего, придется еще и оплатить штраф за пересечение двойной сплошной линии. Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. 5 мужчин, граждане Украины, предстали сегодня перед Советским судом Казани. Их обвиняют в покушении на сбыт крупной партии сильнодействующих наркотиков на территории Республики Татарстан. Их задержали в 2016 году. Все это время шло следствие. Признают ли они свою вину, знает Айгуль Бадрудинова. В зал суда 5 подсудимых завели в наручниках и под конвоем. Под арестом они находятся с августа 2016 года. Сегодня у подсудимых было довольно хорошее настроение. Поздоровавшись на родном для них украинском языке, председательствующий приступил к установке личностей. Мужчины, отвечая на вопросы, шутили и улыбались. 12 апреля какая дата? А? День космонавтики. Вот. Гагарин в космос полетел. Сергея Синьковского следователи считают организатором преступной группы, которая, согласно делу, с мая по сентябрь 2016 года занималась поставкой и перевозкой сильнодействующих синтетических наркотиков в Татарстан, в основном в Казань и Зеленодольск. Синьковский и другие обвиняются в том, что в 2016 году на территории Республики Татарстан совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере и в крупном размере, с использованием сети интернет. Слушание дела сегодня отложили до 21 января в связи с тем, что подсудимые в установленные законом 5 дней не были уведомлены о предстоящем процессе. К слову, Уголовный кодекс за инкриминируемые им деяния предусматривает до 15 лет лишения свободы. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.